What's up, Ганстон? Если вы знаете английский, вы на голову выше конкурентов. То есть пока ваши конкуренты учат грамматику, они там засохнут. Я вам рекомендую учить разговорный английский. Вот это те фразы, которые надо применять. То есть to be in the swim, быть в курсе дела, в гуще событий. Если взять гастарбайтера, который не знает по-русски фразу «быть в курсе дела», вы понимаете, что он пролетает по жизни не просто, а даже конкретно и по-черному. То есть надо применять яркую, образную речь, чтобы она цепляла собеседника, мотивировала, и мотивировала, в зависимости от обстоятельств. В любом случае, учите литературный английский. She was young, sure of herself and in the swim. Она была молодой, уверенной в себе, всегда в курсе событий. To know how many beans make five, to know a single two. Понимать, что к чему, знать все ходы и выходы, быть себе на уме. You talk like you do know a thing or two. Вы говорите, как человек сведущий и бывалый. Доказывать, спорить. A battle of wits, битва умов, столкновение мнений. With chess you are involved in a battle of wits. Шахматы – это битва умов. To bring something home to somebody, доказывать кому-то, убеждать кого-либо в чем-то. This tragic death brings it home to people how dangerous alcohol can be. Эта трагическая смерть убедительно показывает людям, насколько опасен алкоголь. To pit one's wits against somebody, помериться силам в споре с кем-то. He has to pit his wits against an adversary who is cool, clever, cunning and desperate not to be caught. Он должен был собрать свой интеллектуальный потенциал для борьбы с противником холоднокровным, умным, коварным, отчаянно спасающимся от преследования. To drag something in. Притянуть аргумент за уши, приводить неудачные доводы. He dragged in some facts as arguments in our dispute. Он протянул за уши несколько фактов в качестве аргументов в нашем споре. To drag something by the head and shoulders. Говорить что-то, не относящееся к делу. All the facts mentioned by you were dragged by the head and shoulders. Все факты, упомянутые тобой, к делу не относятся. To be getting away from the subject. Отклоняться от темы. You are getting away from the subject. Вы отклоняетесь от темы. To keep to the point, придерживаться темы. Keep to the point, не отклоняйтесь от темы. Если ваш репетитор ведет разговоры за жизнь, он не профессионал. То есть говорите вашему учителю, либо репетитору keep to the point, и вы поймете. Он не знает перевода этой фразы, и вы сделаете выводы. Он не знает. Я знаю, поэтому учитесь со мной. Never try to prove what nobody doubts. Не пытайся доказывать то, в чем никто не сомневается. To knock a story idea on the head. Разбить идею, опровергнуть сообщение. It's time to knock off on the head the idea that the life was brought to the earth from other planets. Пришло время опровергнуть идею о том, что жизнь на Землю занесена с других планет. Принимать решения, оценивать. A game plan – план действий. So few people stick to their game plan, I stick to mine. Так мало людей остаются верны своими замыслами, я же твердо придерживаюсь своего плана. To be on the horns of dilemma. Стоять перед дилеммой и выбирать одно из двух. I was often caught on the horns of dilemma. To earn much or have an interesting work. Передо мной часто возникала проблема выбора. Много зарабатывать или иметь интересную работу. To be in two minds about something. Быть в нерешительности, колебаться, не знать, на что решиться. He was in two minds whether to make the trip to London. Он колебался, ехать ему в Лондон или нет. To ride two horses at the same time. Руководствоваться противоречивыми идеями. You are riding two horses. You are trying to have a free economy, but you still want to plan and have rigidities within your economic system. Ты погряз в противоречии. Ты хочешь иметь свободное предпринимательство и в то же время жестко планировать экономику. Кстати, такое понятие есть, называется рейгономика. To play it safe, избегать риска, действовать наверняка. If you want to play safe, cut down the amount of salt you eat. Во избежание риска сократи количество потребляемой соли. To fly by the seat of one pants. Руководство чутьем и инстинктом, не имея опыта или информации. All of us fly by the seat of our pants and try to learn quickly from experience.
Все мы руководствуемся чутьем, стараясь как можно быстрее научиться на практике. According to one's lights, в меру своего разумения, способностей по-своему. According to my mind, I had been civil. По моему мнению, я вел себя вежливо. To get into one's head, бить себе в голову. Don't get into your head that I have been earning a lot of money. Не думай, что я зарабатываю много денег. To get something out of head, выбрасывать что-либо из головы. I tried to get the idea of my head. Я старался выбросить эту мысль из головы. To jump to conclusion, делать поспешные выводы. You jump to conclusion without proper deductions. Ты делаешь поспешные выводы без достаточного обоснования их. To lay great store by something, придавать большое мнение чему-то. I never lay great stores by rumors. Я не придаю большого значения слухам. To lay little store by something, не придавать большого значения чему-то. She lays little store by my love. Что ей? Моя любовь. А вам? Что вам мнение тех людей, которые не знают английский и вам что-то рассказывают? То есть я профессионал, я говорю, английский учатся за 6 месяцев, если непосредственно работать. А люди, которые чайники, не профессионалы, они рассказывают, вот языковая среда, надо поехать за границу. Это самообман. Возьмем выпускника Мариса Тереза, это хороший лингвистический вуз. За 4 года вы научитесь там больше и лучше английскому, чем за границей. Чем вы будете заниматься за границей? Вы будете работать на низкооплачиваемой работе. Ну, неужели вы думаете, что работая грузчиком в Лос-Анджелесе, вы научитесь хорошему английскому? Скорее вы нахватаетесь какого-то сленга с афроамериканцами. Это без расизма. Нужно заниматься с хорошим преподавателем. Причем, если вы берете непосредственно носителя, который знает только английский, там идеально, чистокровный и все такое, он вам не может объяснить. Вы думаете, ага, только английский, не зная русский, будет прогресс. Не будет прогресса, потому что вам не объясняют ошибки. А многие нейтивы ведут урок в таком формате. То есть они сидят и весело трепаются за жизнь с вами. Вы думаете, круто, вау, я говорю с иностранцем, я не стесняюсь, наконец-то я преодолела или преодолел языковой барьер. А на самом деле у вас закрепляются ошибки. Я являюсь строгим учителем, я получаю огромное моральное удовольствие найти ошибку ученика. Но это без садизма, а с целью, чтобы избавиться от ошибки. Ошибки – это нормально. Чем больше ошибок, тем больше прогресс. Я тоже ошибаюсь в английском. Все поголовно ошибаются в английском. А мой вам совет. Учитесь с профессионалами, то есть со мной. А по скайпу это удобно, хорошо, по цене 300 рублей вне конкуренции, плюс я предлагаю бесплатный демо-урок. Я золотой учитель, вы лучшего не найдете. Всего наилучшего и goodbye.